Продолжаем эфир телеканала новостями к этому часу. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. День народного единства отмечают сегодня в России. Якутян поздравили региональные власти, работники культуры и момские школьники. Зампред Ольга Балабкина в Нюрбе проинспектировала ход строительства соцобъектов и принимаемые меры по борьбе с коронавирусом. Поэты Нерюнгри в стихах и песнях рассказали о своей любви к Южной Якутии. Сегодня отмечается День народного единства. Этот государственный праздник установлен в честь важного события в истории России – освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. Исторически этот праздник связан с окончанием смутного времени на Руси, периода со смерти царя Ивана Грозного и до 1613 года, когда на русский престол взошел первый из династии Романовых. Якутян с Днем народного единства поздравил глава региона. Айсен Николаев отметил, что праздник напоминает нам о важности консолидации народа и о ее богатейших традициях, которые нужно сегодня передать молодым поколениям россиян. Многонациональная Якутия является неотъемлемой частью российской державы. Более 4 веков мы живем общими для всей страны помыслами и надеждами, дорожим узами братства и дружбы и всегда помним о том, что благосостояние и успех достигаются совместными усилиями. Глава региона пожелал всем мира, добра, успехов и созидания во благо своих семей, малой родины и российской державы. Ученики Момской начальной общеобразовательной школы из села Хану к сегодняшнему празднику подготовили проект. Они сняли видеоролики на родных языках со слоганом «Мы разные, в этом наше богатство, мы вместе, в этом наша сила». Разнообразие народностей впечатляет. Это русские, якуты, вены, долганы, казахи, ингуши. Ребята рассказывают о многонациональной России, родной Якутии, Момской земле, как общем доме. Все любят и бережно хранят свои традиции и обычаи. Россия – многонациональная страна. Сегодня в России проживает более 200 народностей. Вельмок, Хила, полярный пояс Е, тундра Е, тайга Е. Биге араса муктар быть. Барабирга бир самого болова. Кюспит байбыт он насыта. Мы разные, в этом наше богатство. Мы вместе, в этом наша сила. Момская земля взрастила много талантов. Мы гордимся своими земляками. Надекелу богат, мерекелу тюрелер. Демнекелу балданар, а не ечу бугандер. Biz birde yemeyiz biz. Бұл біздің байлығымыз. Мы вместе. Мы вместе. В этом наша сила. Дом. Пусть будет уютно каждому в нем. Любые мы трудности вместе осилим. Только в единстве сила России. С Днем народного единства поздравило и Министерство культуры Якутии. На официальном сайте руководитель ведомства Юрий Куприянов написал, что перед лицом новых угроз мы должны вспомнить, что мы сплоченный народ. К поздравлениям присоединились и работники культуры. Дорогие друзья, всех поздравляю с Днем народного единства. Желаю всем счастья, добра и удачи. Дорогие друзья, всех вас поздравляю с Днем народного единства. С праздником, который объединяет все народы. И все мы своим трудом, талантом приумножим могущество нашей Родины. Дорогие друзья, пускай между всеми народами царит мир и согласие. Желаю вам верить в лучшее, верить в светлое будущее, помнить и чтить нашу великую историю, подвиг наших предков. Желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над головой и помните, что пока мы едины, мы непобедимы. Теперь об эпидобстановке. 197 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выявили в Якутии за сутки. Из них 112 в Якутске. В Нерюнгринском районе 9, в Вилюйском, Мегино-Кангаласском, Чурапчинском по 7, в Намском, Алекминском районах по 6 случаев. В Амгинском, Оленёкском, Татинском по 5 и еще в 12 районах единичные случаи. Об этом сообщила министр здравоохранения Якутии Елена Борисова. За сутки, указала министр, подтверждено 3 летальных исхода от COVID-19. Проведено 3600 исследований. Также она добавила, что с понедельника в медицинских организациях региона вводится строгий масочно-перчаточный режим.
На сегодняшний день готовятся дети к выходу на каникулярное время. Мы все-таки предупреждаем родителей максимально ограничивать детей от посещения массовых мест. Если же они посещают, то хотелось бы, чтобы они соблюдали все правила ношения масочного, перчаточного режима. Кроме того, с понедельника мы вводим строгие ограничения посещения поликлиники только в масках и в перчатках. Просим население это учесть при посещении медицинских организаций и стараться все-таки соблюдать все меры безопасности, которые были указаны в указах главы, в решениях Оперштаба, для того, чтобы сохранять свое здоровье и своих близких. Берегите себя. Зампред правительства региона Ольга Балабкина прибыла в Нюрбу с рабочим визитом. Она посетила сквер-усадьбу Варвары Петровой, где возложила цветы памятнику видного общественного, политического и государственного деятеля. Далее Балабкина проинспектировала ход строительства детского сада на 280 мест в городе Нюрбе. Из-за последствий от коронавируса остро стоит вопрос обеспечения рабочими кадрами. После зампред посетила реабилитационный центр для детей-инвалидов. Там возникли проблемы в выполнении плана по обслуживанию детей по обязательному медицинскому страхованию. Одним из вариантов предложили организовать реабилитацию детей и взрослых, переболевших новой коронавирусной инфекцией. Основанием для, такого приезда явилась та сложившаяся ситуация, которая у нас сегодня есть на территории района. На что хочу обратить внимание? Да, действительно, сегодня есть ряд вариантов, связанных с тем, что есть подъем по Нюрбе. И здесь отработал 3 дня первый заместитель министра Алексей Амосович Яковлев, который указал на необходимость в дальнейшем соблюдения указов главы республики, нарушение которых и явилось возникновением очень большого количества случаев заражений на территории района. Со стороны Министерства здравоохранения республики была оказана полная методическая помощь. Сегодня глава района вместе с главврачом доложили о том, что все отдаленные поселения оснащены необходимыми и в полном объеме лекарственными средствами и специалистами. Сегодня побывали в реабилитационном центре. Здесь, я как понимаю, стоит вопрос о выполнении плана по УМС. И здесь какие варианты? Вы знаете, что реабилитационный центр у нас находится в ведении Министерства труда, и этому реабилитационному центру инвалидов необходимо в том числе выполнять и свои функции. Поэтому сегодня мы приняли решение первое по республике, в котором на базе этого реабилитационного центра мы соединим 2 услуги. Услуга по реабилитации тех, кто перенес коронавирусную инфекцию. По большому счету это будет первый районный центр такой, и услугу, которую обязан оказывать Министерство труда по реабилитации детей-инвалидов, разделив потоки и, соответственно, соблюдая санитарные нормы. Через облачную поликлинику в Якутии провели более 20 тысяч онлайн-консультаций. Проект Минздрава Якутии, запущенный этим летом, дает возможность осуществить медицинские услуги в режиме онлайн. Основным преимуществом электронной записи является отправка заявки через удобные сервисы, не выходя из дома. В период пандемии и сезонных заболеваний особо актуальными является сервис «Вызов врача на дом». Оформить заявку на первичный вызов из прикрепленной поликлиники можно по телефону колл-центра и мобильным приложением «Медсеть», которое можно загрузить в магазинах приложений App Store и Play Market. А также можно обратиться через сервис «Облачная поликлиника», которая стала весьма популярным среди населения. В Хангаласском районе школьный технопарк изготавливает защитные экраны для лица. Первую партию бесплатно раздали педагогам и работникам Актемского научно-образовательного центра. Из чего и как делают защитные экраны и в чем их преимущество, узнала Виолетта Засимова. Идея производства защитных экранов для лица принадлежит Николаю Кычкину, педагогу школьного технопарка Актемского научно-образовательного центра. Он обучает детей моделировать и создавать различные предметы при помощи 3D-принтера или лазерного станка. К слову, именно на лазерном станке изготавливаются защитные экраны для лица. Лазер выжигает по шаблону составные части маски, которые затем скрепляются резинкой. Также на ободке экрана наносится гравировка, адрес изготовителя и эмблема технопарка. Эта маска была сделана из PET-пленки, полиэтиленовой пленки, и она полностью не токсичная и хорошо прозрачно смотрится.
В состав Актемского научно-образовательного центра входят Актемский лицей, технопарк, детский сад и интернат. Всего около 100 человек преподавательского и вспомогательного составов. Все они получили свои экземпляры защитного экрана в начале октября и успели оценить его преимущества. Экран имеет регулируемый ремешок, при помощи которого можно его зафиксировать в удобном для себя положении. И вот профиль является очень удобным, ничего не мешает. Материал экрана он достаточно такой твердый, он не мнется, не сгибается, поэтому очень удобно. Защитный экран для лица – это дополнительная защита от вирусов. Носить его стоит вместе с медицинской маской. Обычно я обрабатываю после использования и перед использованием обычной влажной бактериальной салфеткой. По рекомендации, я думаю, что нужно после каждого использования нужно его вытирать. И снаружи, и снутри. Технопарк Актемского научно-образовательного центра готов к сотрудничеству с учреждениями и предприятиями УЛУСа, желающими обеспечить своих сотрудников защитными экранами. В будущем IT-педагоги планируют изготавливать рециркуляторы и кварцевые лампы. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский УЛУС. Поэты Нерюнгри в стихах и песнях рассказали о своей любви к Южной Якутии. На творческом вечере побывала наш корреспондент Екатерина Павлова. Здесь с чистого все начиналось с листа. В краю необжитом и снежном ты с первого колышка корнем врастал. Мой Нерюнгри, город надежды. Многие из поэтов, воспевающих красоту Нерюнгри, родились не здесь, а в других регионах. Но однажды, по воле судьбы, приехав сюда, раз и навсегда влюбились в природу, улицы, дома и людей. Город Нерюнгри они называют родным. Ни одна песня не появилась бы у меня, если бы не было любви. Любви к городу, любви к моим подругам, к моей семье, потому что песни мне помогает писать вся семья. У Зои Гуренчук замечательная команда. Вот уже 12 лет стоит им где-то появиться вместе, сразу звучит песня. Только о Нерюнгри в репертуаре коллектива более 30 песен. Мы будем жить в любимом Нерюнгри и песни петь сегодня и всегда. Широкая выставка литературно-творческого Олимпа Нерюнгри. Фотографии, книги, письма, пластинки и награды. Все это повествует о прошлом и настоящем города. О людях, которые прославились своим талантом и добрыми делами. Любимых лиц калейдоскоп. Пред взором солнечные лики ушедших, будущих веков. Все в настоящем. Многолико. В библиотеке творческие нерюнгринцы встречаются в литературном объединении «Пульс». Поэты появляются и уходят, уезжая в другие регионы, уходя из жизни. Но их творчество всегда остается людям. Библиотека и ее творческие объединения сегодня готовы с радостью встретить свежий взгляд, талантливую молодежь. Мы их видим, стихи в интернете выкладывают, мы наблюдаем за их творчеством. Мы проводим конкурс юных поэтов «Стихия». Вот в этом году было бы 5-й год. У нас Людмила Максимовна Носкова ведет детский поэтический клуб, вот, передает свое мастерство, пишут прозу, поэзию. Все это учим, передаем. И с удовольствием бы мы расширили свои рамки и открыли бы двери. Молодежь, приходите к нам. Земля нерюнгринская богата талантами, людьми, которые своими увлечениями или профессиональной деятельностью прославляют Южно-Якутский край. Екатерина Павлова, Захар Головин, Сергей Козюра, Нерюнгри. На этом пока вся информация. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.